Так, пошел самосплав. Рыбачим вот на такую блесну, троечка. Мэпс. И сверху мушка. Удобную резину. Пахнет тухлыми креветками. Оранжевая. Когда с Колей и Саней рыбачили, тут на оранжевую щука брала хорошо тогда, в то время. Но это было середина июля, считай. Главное, все цвета пофиг, только оранжевые поставим, берет щука. Не крупные, щучки, скажем так. Кровянки. Да, о, смотри, была поклевка. Что, реально они, что ли, запах успевают унюхать, блин? Мы как-то с Иваном Григорьевичем рыбачили, аттрактант был. Я обыкновенную вонючую резину, которая силиконом пахнет, брызгал, и щука реально на нее брала. Снизу тройник, а сверху большой крюк такой, резина. Она пахнет реально галимой резиной, а ей побрызгаешь, и щука брала. Раньше рыбачили на обычную чайную ложку. Ну, не надо было ничем брызгать, да? Не надо было ничего. И одна блесна была, Байкал, блядь. Атом еще был. Тут глубоко, да, эти по ямке. Поклевки были, Сань. Ну да, вот только они слабо берут, видать, за хвостик. Они рано или поздно этот хвост, походу, оторвут к ядрене фени. И останется у меня пахучая резина без хвостика. Они глубоко не закладывают, губками берут только. Точно, я. Ты их... Они тебя любят, Саш. Слабо берут. Там позавчера брали на все 3 крючка, разно, блядь. Догоняет, да, как бы? А что же они резину-то не берут? Но это уже больше, чем первый был. Нормально уже подъехали. Я попадал как-то на косяк, аж вот так волна рябью идет. Главное сильно не стучать и не шевелиться, блин. И то штук 5-6 ты поймал, и они тебя просто лодку обходят и дальше идут, блин. Они очень осторожны насчет этого, блин. Шума вообще не переносят. Через лодку вибрация, видать, идет, они чувствуют это. А ты, я здесь поймал, они же бьют-то хвостами там об лодку, еще в лодку кидаешь. И все. Рыбалка, рыбалка, обед по расписанию. А то все чаепитие, мы даже толком не перекусывали. Все сало, хлеб, Теперь решили покушать более-менее по-плотному. Мы думали, хариус выделывается, окунь будет брать. Во! Окунь берет еще лучше. Ни одного окуня еще мы не поймали. Да? Да, было 2 схода только. 2 схода язя было и все. Так что... Колбасу достать? Нет, есть же. Перекусим так. В общем, еще один перекус. И посмотрим, что дальше будет. Так, сачок надо приготовить на всякий случай, чтобы он поближе был. Вот, и раздвинуть его. В общем, друзья, такой расклад. Перекусили, пообедали. Санек поймал одного окунька. Кидали. И вот, ну, вот такая вот. Килограмма на 2, как вроде бы щука. Даже зацепилась на эту резинку вот. Но эта резинка одинарная, так что ставлю воблер и попробую. Сильно она не укололась, сошла сразу. Так что готовим сачок и будем пробовать ее поймать. Охота на щуку. Щука здесь есть, это 100%. Или щука, или крупный язь, я не понял. Но что-то здоровое и мощное. За резинку зубами зацепилась. Мне кажется, даже... Ну, если на крючок, то он... О, видишь? Вот это что такое? Ну, не щука же там, блин. Если ясь, то он здоровый там, блин.
Что-то крупные плещется, а что непонятно. Вот, не знаю, достал воблер, потому что все-таки на воблере 2 тройничка. Я так думаю, это лучше, чем одна джиголовка. И попробуем. Может быть, что-нибудь да получится поймать там. Что-то крупное, что-то интересное. И походу их даже двое. Один поближе здесь был, второй там подальше. Но пока большого желания у них кушать наши приманки нету. Тушку, да? А можно их в ведро кидать прямо, Сань? Я тоже так думал. Вон, видишь, за это, А то они там хорюзов разобьют. за бороду. Забагрил? Да, никто не разобьет. Апа. Ну не хочет никак. Что-то. Вон, видишь, еще выше пошло уже. Блин, что за рыба-то это, блин? Сиги, может быть? Только попробуй еще раз резинку взять. Если на первый раз на резинку взяло, может попробуй зацепиться, блин. Короткое включение. Так и не удалось нам поймать этих хитрых рыб, которые там плескались крупные. Пошли самосплавом. Рыба плещется везде, и на глубине, и в траве. Но все-таки, мне кажется, это или сиг, или я не знаю, что за рыба, но брать не хочет ни на что. Ни на резину, ни на вертушку, ни на воблеры. Полный игнор. Вот каких-то мошек сверху собирает. Есть мелкие, типа зельдевки. А есть плески такие, что там под килограмм, наверное. А брать ни на что не хотят. Это еще хуже, когда видишь рыбу. Вот этих мелких бабочек, наверное, они собирают. Вот такие вот белые бабочки вон. Летят, летят, вот видишь, вот летит, хоп, села. Я, наверное... А? Ну? А брать не хочет. О! И мушка ведь у меня есть выше этой резинки. Не бесполезно. Имя там мушка не устраивает. Ничего. На уху все равно надергаем. Вон. Там плесканулось. Это еще как бы сейчас не вечер, а ближе к вечеру, как солнце садиться начнет, они вообще заиграют так, что как кипит вода, блин. Через 2 часа времени еще один полосатый. Мы думали, хариус плохо ловится. За это время мы бы уже пару десятков поймали, наверное. Оказывается, хариус-то еще и ловился. Да, в том-то и дело, что хариус ловился. А окунь вообще не хочет. Решили поймать немножко окуня на уху. Оказалось, что окуня упрашивать еще больше приходится. На вертушку, да? Еще один. Это щука. Щучка, да? Кровянка. На уху пойдет. Если она не упадет, то не должна. Я даю рыбе шанс, да. Которым они не воспользовались. Да. Да тихо ты не брыкайся. Вот и резина сработала. Наконец-то. Наконец-то желтый полосатик. Здесь 50 попасть. Да блин, что из фигня? Это порода такая, они больше не растут. Это самая вкусная щука. Да?
Это точно. Ну, хоть дело сдвинулось с мертвой точки, уже хорошо. Или время подходит. Так, это что у нас? Походу окунь. О, был. Хороший окунь был. Я говорю, это скорее всего время подходит. Время клёва вечернего. Не может быть такого, чтобы там не было, блин, рыбы. Хотя уже хрен его знает. Или там сытая, а здесь голодная, что ли? Окунь, наверное. Опа, опять сход. Ну такой, ничего так. Подергал. Так что, может быть, еще что-то да поклюет. Еще капля жира в нашу уху. Поклё. Блин. Вот раньше времени зачем говорить поклё? Успел только сказать поклё. Исход. Опа. Вот, за резину держался, сука, видишь? Резину откусил. Блядь, есть же окунь, видишь, даже настоящий. Блядь. Хороший окунь был. Ладно, резинка у меня еще есть. Ну вот, последняя. Ай, оранжевая. Резинка у меня съедобная, с запахом тухлых креветок. И все, потом будем другую резинку ставить. Хоть какие-то поклевки мы начали видеть. Нет, да, только что у Санька сорвалась щука. Здоровенная щука. Здоровенная, но побольше всех вот этих. Ну да, грамм на 700-то была, наверное, на 800. Увы и ах. Да, растет, смотри, вот. Даже рано вечером. А мой, кто там был, окунь или кто, с силиконом в желудке, наверное, остался. По-любому он съел его. Не зря же говорят, съедобная резина. Вот он и съел. Теперь у него будут силиконовые зубы, блядь. Опять, видать, за резинку подергал. Машкара зверствует, и пофиг на комарины там ему, блин. Ты еще не брызгался? Терпишь? Да так бы пока не сильно долго. Вот ветерок только чуть начинает стихать, и все, начинают жрать уже, во все щели лезут, блин. Я, может, просто еще соскучился еще туда. Там нет машкары, да? Нету там вообще. Ну комары так, когда дают пизделей ночью. Ну там комары хохлядские, сука, хитрые. У нас комара, блядь, тут можно пальцем придавить вот так вот, да? Там чуть шевельнул пальцем, он нахуй. А наш какие болючие, сука, кусают им больно. Хохуют, сука, скажу, еби. Привыкли сало жрать, нахуй. Наконец-то! Хотел сказать, Санькин любимый язь. Ты его специально выпустил, наверное. Я и не старался его забрать. Специально держал. Третьего язя сегодня уже выпускает, блин. Траву поймал. Третьего язя уже поймал и выпускает. Говорит, так люблю язя. Дома не клюет, говорит, у меня. Здесь хоть, говорит, язя половить. Была поклевка на вертикальную проводку. Но опять же за резину подергала. Вон какая глубина здесь тоже, видишь, вон. И вот эти рыбки опять здесь тоже начали. Может, это плотва? Хотя не, плотва по-другому. Это сиг, наверное, или зельдь. Короче, рыба в Печоре есть. Рыба до хрена.
Только не всегда она почему-то хочет есть. Или подъязок. Хариус. Хариус на мушку. А, ну вот, значит, это, блядь, Харис играет. О, не зря я мушку таскаю с собой, да? Да, значит, это Харис вот играл. Это, видишь, тоже вот как будто... Споровым, вон какой красавец. Я еще думал, ясь, блин. Ну, Что, сюда его, туда? да, кидай пока. Я еще удивился, думаю, Хариус на резину, блин. А я, ну, ступеньками как бы остановил немного, протянул, остановил, вот только остановил, и он в это время хап. Просто видишь, останавливать-то... Вот видишь, остановил, блин. И траву поймал. Как бы опасно. Можно зацепиться, останавливать-то здесь. Но зато... Вот откуда здесь Хариус? Да не, он видно быстренько. А. На перекате и окуни бывают. Не хочет брать. Странный Хариус. Дикий какой-то. Ну вот. Аж настроение поднялось. О, видишь? Тоже, наверное, Хариус, да? Да, это Харис. Видишь, быстренько. Здоровый, нахуй. Не смог я тебя даже поднять. Пятый, да? Что-то у тебя он по возрастающей, блин, все идет, блин. Да, смотри, какой здоровый, да? Все крупнее и крупнее. А у меня сейчас поклевка тоже была. Тоже, наверное, ясь был, блин. Эх, блядь, зашел. Тоже ясь, да? Наверное. Вот и птичка была, да нет, птичка взяла бы. Я это... Язёвая спортивная рыбалка у тебя. Спортсмен по язям ты, получается, Сань. Ну, вот это жалко было бы, конечно, блядь. Не надо. А ты удовольствие получил? Потащил его? Конечно. Все, хватит. Это же надо ж так, да, говорит, с рыбой удовольствие получают. В городке-то этот. Больше килограмма было. И все падают в одну и ту же точку возле борта, блин. Вроде борта низкие, блин. Не смог я его поднять. Куня по-любому должна пару штук поймать. Они тут стоят. Привязанный, да? Да. Вот тут травка как бы, и тут как бы тиховод, свал. Вот видишь, тиховод. И они здесь, и щука. Вот тут на червя сейчас или на малька кинь удочку, блин, 100% окуня поймаешь. И все, сейчас здесь будет как бы тише уже нести, но пусть нормально тут. Бывает тут и щучки, и окуня. Ни хрена, смотри, я думал, поклевка будет сразу. Так, а это что у меня? О, полосатик. Хороший. Отдай, отдай резину, отдай. Моя резина, не твоя. Вот. Еще плюс полосатик. Ну, уха уже 100% будет. Там уже не уха, там уже холодец. О, еще второй. Видишь? Такой же. Еще крупнее. Ой. Ручка сломалась. В руках осталась. О, красавец. Да. А что, ручка-то у меня сломалась? Потому что не родная. Все. А нет. Ручка вообще сломалась.
А как я сейчас такой ручкой буду рыбачить? А с той катушки не подойдешь, если он сложный. Подойдет. Вот так вот. Окуня даже не выдержала катушка. Сломалась ручка с новой катушки. Поставил полуломанную ручку со старой катушки, которую сегодня поменял. Два окуня один за одним с одного места. И все, что ли? Два и было. Этого не может быть. Взяли-то хорошо, сразу бац-бац. Блин. Опа, вот это да, это что-то хорошенькое. Вот это еще лучше окунь. Приятно. О, ну да, вот ударил, блин, да? Красота, блин. Вот с такими ведро-то быстро вырастет. Этот откуда-то сбоку дико аж ударил, блин. Он не клюнул, он просто, я думал сначала щука, блин, или язь. Да, мне кажется, язь это был. На поплавок ударила. А блесенка маленькая с окуневым глазиком не хочет работать. Сейчас сделаю глубину поменьше. У меня слишком большая глубина здесь. Видел, да, плескануло как? А, у меня есть такие маленькие, как майские жуки, воблерки маленькие, может на них будет брать? Ну, это язь, наверное, я так думаю. Не щука? Не щука же ведь, наверное. А что она окуневый глаз тогда не берет? С блесенкой, она же, вон, похожа же на рыбку. Поплавок мой. Поппер нужен, поппер, во. О, красавчик. За бочину? Вот есть же, да, он, бля? Есть, и крупный он, смотри, какой, блин. Ага. Так, что, солнце спряталось за горизонт, поклевки что-то тоже утихли, рыба походу тоже спать легла. Поступило предложение ехать в избу, от которой я не в силах был отказаться. На сегодня хватит. На завтра тоже надо оставить. Немножко все-таки вечернего клёва крупного окуня увидели. Хорошие окушарики. Вон. Штук мало, но размеры большие. Где-то пол ведерочка, если 10-литровая получается. Так что став сбур. О, он плесканулась рыбина тут. Попробую еще ее пару раз закину. Это, наверное, язь. Это, наверное, язентий. Язя мы сегодня так и не поймали. 5 штук были рядом с лодкой. В лодку не попали.
Каждый яйц был крупнее предыдущего, но сказали, что язями будем кормить их завтра. Все, последний заброс. Последний заброс. Вон, рыба плещется, рыба есть. Рыба просто вон, везде она. И все, ну вот и все, ну вот и все. Поехали. Наступает самый приятный момент, это чистка рыбы. А, что ты, нормально. Не впервой, да? Погодка хоть устаканилась, блин, ветра хоть не стало. Погнали. Ну а теперь начинается самое приятное, это чистка рыбы. Пока светло, дровишек. Ну да, и потом придем и разделаемся. Да, и потом уже можно хоть до темноты. Поехали в избу? Пошли вернее. День прошел славненько. Поклевки мы все-таки увидели. Рыбу мы все-таки немножечко половили. Ну а теперь вечер в избе. О, сейчас глазом моргнуть не успеешь, будет осень, белые мухи и зима. А все за всю зиму в избушках насидимся вдоволь, работы не будет. Я могу сказать одно. Усталость бешеная, но усталость до того Приятно. приятная. Согласен. В городе так не отдохнешь, все равно хоть как ты берешь выходной, и все равно ты так не отдохнешь. А здесь ты устал, но ты устал, приятно устал. Это как говорят, да? Это лучший отдых, нахуй. в Это мире. как говорят, поехали на природу отдохнуть, да? С природы едут, фу, как я устал. Действительно, это приятная усталость. Не надо никаких морей, никаких Кабаков. кабаков, вот этого кипиша, сам себе хозяин, природа, тишина, Красота. воля, чистый воздух, никаких толкучек, ничего, никого. Всё Ни верно. с кем не ругаешься, ни с кем не хаешься, вот, сам себе хозяин. Я говорю, это самый лучший отдых в мире. Все верно. Не надо никакого Египта, никаких там поездок. Так. Что у нас тут Тем есть? более мне уже и так эти путешествия поперек горла. Так, яйца у нас где сырые? Мы их... А, там. Ты выкладывал. Ну это пусть пока будут. Это утром, если что, пожарим, да? Да. Там пусть и будут. Так, а здесь нет. Опа. Так, пищаль возьмем. Так, термос твой возьмем, потом забираем. Патрон тоже возьмем. Все возьмем. Завтра, чтобы забрать. Потопали. Путь домой. Путь домой. Кто-то сегодня был.
там этот индейец, блин. На веслах не водить, блин. В наше время с такими моторами на веслах не водить, это надо дураком, блин. Я не водить ездил, я даже весла не брал. По колено в броняк зашел, я второе положение поставил мотор, потом все не запустил и поехал. Ну, здравствуй, избушечка. 2 недели нас здесь не было. Сейчас первым делом сделаем освещение, наверное, сразу. Да. И потом все остальное. Будет свет, да будет свет, да будет свет. Ух, сколько мух-то здесь подохло на столе. Так, мы все свет сделали. Осталось сделать дрова. И все будет хорошо. Телефон взяли. Сколько время? 21:14. 15 минут 10. Это еще хорошо, что рано темнеет. Это прикинь, вот летом бы так вот сейчас темнело. Да. Часиков 10-11, мы бы только в час это все будет устаканили. А? А ты что сел? Уху разливать. Конечно. Скажи, ближе там. Уха из петуха. В прошлый раз Николаевская уха была. Так, а нам куда-то надо уху, какую-то миску, все равно одну тарелку, да? Рыбу-то куда? Ну, можно, да, его сюда поставить. А что это такое? Вот это что такое? Где? Вот это. Это крышка от этого, от контейнера. Это на нее поставить. Не протечет? Или подождать, пока стечет? Немножко подожди, пускай стечет. Ты горячая, что ли? Ну, И везет нахуй. Блин. Ну, и такую еще одну. Нет, тарелка маленькая. Миска нужна. В прошлый раз миска была. С миски нету. Может ее повесить, пусть течет там сначала, уху разлить, а рыбу потом остынет, да потом? Че? Наверное, стечет еще, да. Сейчас Давай. это не уронить. Да. Сам вот. Видишь, капает как. Ложи. Так, куда мне фонарик делся? Вот. Я боялся, что будет жидко. Думал, ну, емкость большая. Нормально, в принципе. 2 щучки и там окушков сколько? Штук 6 или 8. Просто сейчас, в прошлый раз-то варили мы вот с таких самых маленьких, получается. Сегодня же нормально они. Сейчас попробуем, заценим. В прошлый раз ели Николаевскую уху. Вот Николаевская уха можно сказать, а Александровская уха можно сказать. А как вот Геннадий сказать? Геннадьевская уха не получится. Да, Геннадьевская уха. Че? Кто не может? Кто не может выговорить? Ладно, попробуем. Так, это закроем, да, пока? Да, Чтобы закрывай, чтобы ничего не летело. ничего не залетело. И под нара, да? Сюда. Смотри, сколько жира, да? В рыбе. А? В рыбе сколько жира, да? Ну да, ну вот я говорю, сюда бы или налима, или несколько ершей. Было бы еще круче, наверное. Да. Так, Ну это тебя растащило уже куда-то. растащила. А где у нас пузырек? Только не говори. Прочитал комментарий с последней рыбалки, что было 2 недели назад. Пишут, а где наша стопочка-то? Почему ты нам перестал наливать-то? Все, исправляюсь, наливаю. Это вам видно, надеюсь, да? Ну-ка. Сейчас нальем. Не вижу, штатива нету. Не знаю, куда он делся. Опа.
Вот эта бутылочка у меня, если честно, в будке лежит уже больше года. По цвету похоже на с чашелистика морожки. Слушай, ты морожку собираешь? Чашелистики, если что, если не выкидывай. Я когда ее собираю? Я на вахту всегда. Очень классная настойка получается на этих чашелистиках. Плодоножках, не чашелистиках, а плодоножки, морожки, да. Так, Санек у нас воздержался. Санек свое он пьет. Санек, да. Уха. Он. Я с Геннадием ударил сухой. Салат. Салат. А с вами, друзья, можно вечерком чашечку рыбацкого. День прошел плодотворно. День прошел вообще отлично, я считаю. А вечером можно и расслабиться, а не так, как... Хотя и приехали мы не за рыбой, а на рыбалку. Немножко получилось даже и рыбки половить. Так что за рыбалку с рыбкой. Я думаю, что я сегодня буду спать как убитый. Я сегодня тоже часика 2 только поспал и все. Ну да, нормально получилось. Сухая соль в меру, да, все четко. Да, все четко вообще. Я боялся. У меня есть перец такой. Ну, я туда кинул, ну, горошек, наверное, 20, наверное, вот этих. И лаврушки 4 листа. Ну, у меня еще есть Соль, рыба, лаврушка. душистые перцы называется. Ну, можно, да. И 2 луковицы, ну, 2,5, грубо говоря. Морковь на этот раз заложить не стали, потому что они говорят, сластит морковь. Из моркови, наверное, быстро киснет, да? Ну да, и она сварить дает, уже уха не та получается. Я как-то пробовал все это делать. Сейчас рыба немножко остынет и занесем рыбу. Мне не понравилось. Морковка в ухе. На рыбалке, да, без ухи. Ну, конечно, не так. Ну, вырвали. Вот я вырвался за... Ну, с весны, вот первый раз я вырвался. Первая летняя рыбалка, да? Да. А в избушке я не был уже больше года. Вообще в избушке не жил. Я Прогульщик. А потому что у меня не получается. Я приезжаю с вахты, и начинается у меня вот эта карусель, карусель, карусель. Я глаза поднял, мне уже опять на вахту. Месяц на месяц, да? Какой месяц на месяц? Сейчас меня не было 3 месяца. Сейчас я уеду опять до декабря. Отдыхаешь только месяц. Вот, да, я отдохнул месяц сейчас. Ну как отдохнул? Вот дела поделал. То, что собралось за 3 месяца. Да. А потом уже после Нового года я сам уже решил для себя, что я буду работать по 50 дней. 50 дней заработал, месяц дома. Ну, конечно, опять же посмотрим по семейным обстоятельствам. Не будет хватать бюджета, и, значит, опять работать по 3 вахты. То есть ты вахту распределяешь сам? Я сам работы, распределяю, да. Я могу хоть год там сидеть, не выезжать. И никто слова не скажет. Вот так вот. Мы же что-то еще брали с дома. Тушенку, каши гречневую. Варить уже не будем ничего, да? Нет, конечно, ты что, Ген, куда у нас еды, ебать. Суп. Нет, ты попробуй вот этот перчик, он знаешь, сколько сразу аромат дает. Взяли в банке борщ. Да. Мы же еще готовы. Яйца сырые, вареные. Но вареные это ладно, сегодня перекусывали. Завтра с утра можно будет яичницу если что пожарить. А сейчас салат и уха и нормально, думаю. Конечно. Что мясом нажираться на ночь глядя. Это прошлый раз, правильно, мы ухи мало съели, когда Николаевскую уху ели. По стаканчику выпили, и тут картошка тушеная с мясом была, где мясо больше, чем тут тушенки. Ну, я тоже люблю всегда, чтобы мясо в кастрюле было больше всего. Мужик должен питаться. Че, можно, наверное, рыбу доставать, да? Да, я думаю, она уже стекла.
А перчик-то ядреный. Угу. Внизу-то он остался такой. В прошлый раз мы, когда варили уху, Коля в саму уху кидал лук, лаврушку и перец. Тут только была рыба. А мне кажется, так лучше, да? Когда все здесь, Да. уха, чтобы чистая была. Немножко даже икры вот закинули. Рыбный. Не скажем чьей. Ну, рыбный. Ну, вкусно. А потом берешь вот так вот все, хопочки на тарелочку. Аккуратненько все. Угу. Я думал, рыба развалится. Не. Ну, мы ее же это... Поймал, блядь. Вот это, конечно, перекладина здесь. Чуть-чуть Ничего. Ну, по-другому никак. сделали бы хотя бы съемную туда. Ну, если бы они сделали съемную, она потерялась, наверное. Ну да, наш же русский может только сломать или потерять. Я думал, если не полную уховарку, она не будет отвариваться. Видел, да, как это, как в стиральной машине все идет, вот так Да. вот снизу вверх, блин. Еще и умудряется выкипать. Хотя она 8-литровая, сегодня литров 5, наверное, было, не больше, блин. Но все равно много. Такую уховарку надо для компании Да. хорошей, где-то 4-5 человек, чтобы было. Кушайте, кидайте рыбку. Ну да, перец-то душистый, крепкий. И соль надо приловчиться не так вот примерно, как я сегодня солил, а конкретно, допустим, чайная ложка, чтобы знать уже меру, чтобы было на будущее. Полная. Что, еще тарелку тебе занести одну? Или... Вон, тут газетку можно. Давай газетку. Специально не выкинул. Это, наверное, у нас по календарным меркам последняя летняя рыбалка, скорее всего, да? Ну да. Дальше будет уже осень. Нет, ну сентябрь тоже бывает дает. Не, вот сентябрь такой. уже календарь-то, календарный. Ну это календарный, осень уже. да, уже календарь по календарю-то осень получается. Сейчас будет у нас следующие выходные праздник охотника. Так, Геннадий, Едем давай туда. сюда. Давай сюда эту кастрюлю. Сейчас мы добавим еще ушицы. Это получилось перца очень много. Что-то я не подумал, что еще и тебе посоветовал. Праздник охотника. Потом следующая уборка урожая картофеля. И глазом моргнуть не успеешь, уже будет октябрь. А октябрь это, дай бог, успеть половить олива на продольнике еще. Все хочу восстановить путик отца. Ну, блин, как-то надо найти время. Уже сколько лет. 4-й год собираюсь и все никак не могу. Пепель? Да, путик поставить. Хоть и по нашим ненормальным законам это запрещено, но всю жизнь наши отцы и дети, Да. дети, говорю, деды, ловили дичь на петли и нормально. У меня в свое время стояло около сотни только рябчиков петель. Ну, их штук 7-8 у тебя каждая проверка, наверное, как минимум, да? Ну да, бывало, что и больше, но помогал, где лиса поможет, где медведь поможет. Идешь только одни перья под палка. Мы в Троицк переехали, ну, как бы с семьей в 2000 году. В 2001 году родился у нас Ромка, а зарплату даже нам задерживали, получается. Потому что неведомственный так, отдельный бюджет был, и по 3-4 месяца зарплат не давали. Или давали там, ну, по бартеру. Охраняешь ты магазин, с магазина берешь продукты. Под Счет, зарплату. счет зарплаты, да. На почте премиальные там или квартальные, это мы только газетами получали. Вот, и что делать? Я вон до Перевалбаза, от Перевалбаза до Язовоёля вот это сделал себе путик небольшой, петли, и точно так же ходил. Да. Куда ты столько ухи наварил? Ухи? Ну, с собой возьмем, что теперь. Я тогда пришли тоже у нас, вот, это сейчас я вот отлил еще, умывальник где-то литра 2-1,5. Да, В тот что раз же мы полную, хотя и втроем,
Мы вот столько примерно взяли ухи. Ну, пришла Валентина, поела немного ухи. Правильно. Я чашечку, пару рыбок съели. И все. А она в саже не стала холодильник пихать. Вынесли на балкон. На балконе плюсовая температура. Кисло. Прокисло. И Туман сказал огромное спасибо за рыбку. Фу, блин, жарко. Двери открытые. На улице тепло. Где-то, где-то, в принципе, можно градусник посмотреть. Термометр, вернее. градусов. Это ночью. Днем где-то около 20, наверное, было, да? Днем, да. Я вот даже утром встал, посмотрел, у меня было 18, что ли. Это я сейчас тоже вот на работе. Ну, мы тоже питаемся кто где. За свой счет. Ну, у нас есть хорошие кафешки, уже выучил город уже, знаешь. Сами где. не готовите вообще? Не, негде, во-первых. Ну и в общагу приходишь уже не до этого. А столовкой дорогие? Нет, и даже вот на 350 рублей я могу поесть первое, второе. Все это отлично приготовлено. Порции изумительно бывают. Вот скушаешь, например, солянку купишь. А готовит кто? Ну, кафешка? Да, кафешка, да. На 350 рублей можешь, но есть. Наши или ихние готовят? В смысле, наши или ихние? Ну, в смысле, командировочные или местные жители? Местные. Местные, которые там жили, да? Наши или не наши, да? Да. Но они еще непонятно, наши или нет. Да. Я не побоюсь этого слова. Сегодня они наши, а потом навели координаты, да? Вечером. Как свадьбу Малиновки смотрел, бля, шапку перевернул, опять у вас меняется. Не будем это, конечно, обсуждать. Ну да. Есть головы, которые умные сидят, ну пускай они думают. А так я говорю, ну можно на 350 рублей очень хорошо покушать. Если знаешь хорошую кафешку, вот мы кушаем в винном погребке, 350 рублей я беру отбивную под сыром с помидорами. А ценники в магазинах такие же, как у нас? Ну, можно сказать, да, есть чуть-чуть подороже даже, может быть, чуть-чуть. Ну, опять же, цены гнут из-за военных. Спиртное. Спиртное я не смотрю, но Так же. мне интересно. Мне не интересно. У нас как критерий цен? Хлеб и спиртное. В основном вот это, чё почем. Там есть сеть магазинов, молоко называется. То же самое, что наша пятерочка. Ну, конечно, цены кусаются. Я не буду говорить, кто хозяин этого магазина, потому что люди смотрят со всей страны. Ну, как бы не надо обсуждать кого-то. Ну, цены, конечно, кусаются там. Блин, комары появились. Угу. Заметил, да? Без спирали даже комаров вообще не было. Что-то есть дороже, что-то есть дешевле. Там сейчас даже фрукты, которые вот эти абрикосы падают вместе с ветками. У него заходишь в это молоко, нахуй, у них цена как у нас, блин. Когда можно самому собрать, да? Ну, идешь только смотришь у дерева, блядь, для того уже налилось, нахуй. И ветка сломалась вместе с абрикосами. У меня где-то фотографии есть. Это, то есть, не в каком-нибудь дворе, а это в городе, да, получается? Просто в городе, да. Так же, как у нас вот рябина цветет, да? Угу. Да. Так, ну что, наверное, еще по маленькой. И ты хватит представляешь, сегодня. местные люди идут нахуй в магазин и на рынок покупают. А что, сами не собирают? Потому что они, ладно, обленились. Или им падлу с пола поднять. Мгм. Хотя это то же самое. То же самое подняли И продают на рынке. Ну, всякие люди есть. Знаешь, я не буду тут ходить кланяться перед всеми. Я пойду куплю, мне позволяет. Опять же, я говорю, кому война, кому мать родна. Если там с 14 года идет война, и люди ездят на Мазерате, кто-то, а кто-то может и последний хлеб без соли. там, да? кстати, слышишь, знаешь, я тебе скажу, там много 412 москвичей, как будто вот только что не с конвейера выехали. Где-то в гаражах Новенькие, вообще новенькие, вон весь в заводском, видно, что он не крашеный. Салон весь в заводском, все стоят. Не бит, не чистенько. крашеный, Да. смотри, да. Представляешь, 412 москвичи.
Ладно, давайте поменяем тему насчет этого. Да. Ну, у тебя рыбалка. Выпьем за здоровье, за Да. мирное небо над головой в первую очередь. И чтобы... За здоровье наших детей, Это в первую очередь тоже, да. а потом внуков, а потом правнуков. И всех-всех-всех, кто останется после нас. Да. В общем, за жизнь. Да. Ну как хорошо, тихо, ни машины никакие не ездят, ничего не звонит, не гудит. Ужас, как всё хорошо. Даже дождичек пошел. Ну. Грядки полил. Да. Ну ничего страшного, что, не растаем. Ладно, Геннадий, ты посиди, поговори. а я Нет, все пойду. уже. Что говорить? Допиваю уху. Я еще рыбку съем одну. С рыбацким все. Это вдвоем за компанию можно было бы полпузыречка О, ушатать. ядреный перец попался. Ух. А так одному что? Я когда один, мне пузыря на 3 дня А хватает. зачем мы делали этот салат? Ты его много съел? Ну, чуть-чуть, я еще поклюю немножко. Я- На сегодня все. Всем спасибо, друзья, за внимание. Рыбалка продолжается. Завтра еще целый день Второй. посвященный, ну, до обеда, грубо Как говоря. сигареты кончатся, домой едем. Вот так Ну вот. вот такой вот я есть. Кому что? Не рассчитал. Но если мы кого-то встретим, То еще порыбачим. да, если мы кого-то встретим, у кого-то будет в запасе сигареты. Ты хоть бы сам сказал бы что-нибудь, я хоть с дома бы взял, или там в деревне бы Так купил. я-то что-то думал, хватит. Я не думал, что так много улетит. Ладненько, друзья. Все. До завтра. Бурвой. Да, насколько поймаем, столько поймаем. Че? До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Мы вообще поехали на рыбалку. Да. За рыбой.